В IV веке на территории крепости, сооруженной римлянами на месте древнего Питиунта, был построен древний христианский храм, в котором служил епископ Стратофил. Архиерей принимал участие в первом в истории христианства Вселенском Никейском соборе, созванном римским императором Константином I в городе Никее. Епископ Пицунский Стратофил упоминается во всех списках участников Первого Вселенского собора, этих 15 списках, за исключением одного греческого из Ватикана. Он указан как Стратофилос Питиундум, то есть Стратофил Питиунды или Пицунды. В Синайском, арабском и двух иерусалимских списках он упоминается дважды, хотя с небольшим изменением названия его церковной кафедры. Епископия или местная церковь в Пицунде во времена Стратофила была частью Полимониакской церковной области с центром вне Кесарии. Стратофил был рукоположен собором епископов Полимониакской митрополии, первым из которых был Лонгин Неокесарийский, кстати сказать, тоже участник Первого Вселенского собора. Учитывая, что епископия в Питиусе могла возникнуть только после Миланского эдикта, можно утверждать, что Стратофил был назначен на свою кафедру между 313 и 325 годами. Дорофеет Бар рассказал, что историк мира Хателашвили Иналыпа в своих трудах высказала новую гипотезу о происхождении Стратофила. Она предполагает, что связь имени христианского мученика Арентия, упомянутого в греческой надписи мозаики с базилики Пицунского городища, где находилась кафедра епископа Стратофила, с личностью офицера Аля Прима Абазгоу. Абазгору, Алы Абазгов, то есть абхазов, военного отряда, подчинявшегося духу Номы Фиваиды в Египте, Аврелия Пилада. Согласно этой гипотезе, вот этот Абаз Гаврилий Пилада, вернувшийся на родину в Абхазию, вероятно, мог стать епископом, взяв себе имя Стратофил. Насколько достоверна данная гипотеза, сегодня сложно сказать, поскольку у нас нет подтверждающих источников. Единственное, что обращает на себя внимание, это греческое имя пицунского епископа – Стратофилос. Это имя действительно редкое и переводится как «любящий войско» – «Остратос» и «Филос». Нам, по крайней мере, неизвестен другой церковный деятель с таким именем. В конце V – начале VI века пол храма площадью в 60 квадратных метров была украшена богатейшей мозаикой, являющейся шедевром древнего искусства, имеющим мировое значение. В VI веке император Юстиниан Великий приказал перестроить устаревший храм и возвести более масштабное здание. В этой обновленной религиозной святыне в 541 году произошло обращение абхазов в христианскую веру. В VIII веке образовалось Абхазское царство, и Абхазская церковь приобрела статус автокефальной. Территория современной республики Абхазия была одной из зон наиболее раннего распространения христианства. И уже, как сегодня прозвучало не один раз, уже в I веке здесь проповедовали апостол Андрей Первозванный, апостол Симон Канонит. В правлении императора Диоклетиана сюда был сослан мученик Арентий и его братья. Здесь принял мученическую смерть святой Василиск. И уже в начале IV века здесь существовала церковно-административная единица, епархия, с центром в городе Питиунте. Это говорит о том, что количество христиан уже к 325 году было здесь достаточно значительное. Они были организованы, община была структурирована и была достаточно влиятельной. Храмы до официального признания, куда должно быть направлено Запад, Восток и так далее, впервые была построена в Риме, Латеранская церковь, так называемая. Апсидная часть они расположили строители в западную часть. Это единственный храм, который имеет место быть и сегодня. Она функционирует, правда, они уже поменяли, понятное дело. Так вот, до официального признания, до официального съезда, так скажем, церкви не были направлены на восток. Это впервые мы встречаем в Пицунском храме.
В международной конференции принял участие глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплия. Союз науки и богословских терминологий необходимо соединить в одно, и чтобы наши дети выросли в благочестии и чистоте. Это необходимо образовательный процесс в школе, в детском саду, в семье. Ну, здесь мы находимся где? Абхазский государственный университет. Вот надо вам с этого начинать, дорогие мои, присутствующие здесь, и педагогический состав, и научный контингент, и вообще все мы должны внимательно призадуматься над всем тем, что мы здесь говорим. Вот первое Никейское, вот Абхазское государство. А что, разве нашему народу не нужно Царство Небесное? Как стать небожителем? Вот давайте вот эту задачу поставим в первую очередь, и мы все объединимся для того, чтобы это сделать. Это необходимо нашему народу. Мы так себя ведем, как будто ада нет. Он же есть. Давайте мы постараемся увести Абхазарта, Тепакумка, Харсази Хайта Запхара Карла Анхаров Чхайд Харсаб. В рамках международной конференции прозвучали доклады о православии в Абхазии на современном этапе, раннехристианском комплексе на городище Генос и знатных монахинях, представительниц правящих династий Абхазского царства. Гугуца Вардания, Амразарандия, Аляс Амичпа, Абхазское телевидение.